В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Накануне Госдума России провела большие парламентско-общественные слушания, посвященные пенсионной реформе. Об этом сообщает РБК. Слушания продлились более 4 часов, в них приняло участие около 600 человек. Большинство экспертов, выступивших на заседании, поддержали решение правительства о повышении пенсионного возраста. Однако негативные эмоции, которые вызывает у большинства россиян пенсионная реформа, никуда не денутся. Напряжение все равно будет сохраняться, сказал политолог Алексей Макаркин. На совещании было принято решение проработать до 24 сентября все моменты. Сейчас уже поступило порядка 100 изменений в законопроект. Работы по тепловому контуру и благоустройству будущего онкологического центра в Якутске должны быть завершены к отопительному сезону. Такое поручение дал заместитель председателя правительства Якутии Игорь Никифоров после осмотра хода строительства социального объекта. Строительство объекта на 210 мест началось в сентябре прошлого года. Работы по возведению центра включают реконструкцию старого здания онкологического диспансера и строительство 4 новых блоков пристроек. Это радиологическое отделение на 30 коек, поликлиника и стационар. В арктическом поселке Тикси завершен монтаж первой ветроэнергетической установки. Монтаж второй установки находится на завершающем этапе. Третья установка будет смонтирована в начале сентября после проведения испытаний фундамента. В сентябре на ветроустановках должны начаться пусконаладочные работы. Планируется, что в опытную эксплуатацию ветропарк будет передан в конце 2018 года. Проект ветродизельного комплекса строится Русгидро совместно с японскими компаниями NEDA и Такаока Токо. Золотодобытчик Нордголд планирует запустить на территории Якутии рудник Гросс. Ввод в эксплуатацию ожидается осенью этого года. Новый рудник повлияет на рост производства в 2018 году. Всего прогноз на этот год находится на уровне 390 миллионов долларов США. По совокупным денежным затратам прогнозный диапазон расширен в сторону увеличения 900–980 долларов США на унцию против прежней оценки 900–950. Отметим, что компания Нордголд имеет лицензионные участки на разведку и добычу рассыпного золота в Алданском районе. Минэнерго предложила после повышения ставки НДС увеличить тарифы ЖКХ с января на 1,7%, а с июля 2019 года на 4%. Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвитие предлагает индексировать на уровне 2,4%, это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции 4% в соответствии с ранними принятыми решениями, сказал замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко. Ранее повысить тарифы на коммунальные услуги предлагала Минэкономики. По плану ведомства индексация должна пройти в 2019 году в 2 этапа. Новый детский сад на 98 мест в селе Хатыстыр Алданского района Якутии ведут в эксплуатацию в сентябре этого года. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещения и подготовке основания для спортивной площадки. Готовность объекта составляет 99%, сообщили в региональном Минстрое. Современное одноэтажное здание детского сада общей площадью 1300 квадратных метров строится частным партнером строительной компании «Восток-Промстрой». Отмечу, что село Хатыстыр является единственным наследием Алданского района, где сохраняется очередность детские сады. Ввод 2 детских садов в этом году также планируется и в арктических и северных районах Якутии в целях обновления социальной инфраструктуры. А также ведется строительство новых школ. В селе Чокурда-Халаиховского района ведется строительство школы на 275 учебных мест. В селе Кюсюр Булунского района на 220 мест. Кроме того, школы строят в селе Абый Абыйского района и в селе Аргахтах Среднеколымского района, сообщил председатель Госком Арктики Якутии Прокопий Николаев. Также, по словам Николаева, запланирован ввод 2 жилых домов для молодых специалистов в Балаиховском и Среднеколымском районах.
Что касается севера, то в арктическую зону включат еще 8 районов Якутии. Это Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский районы. Вопрос будет решен на федеральном уровне до конца года. Согласно федеральному законодательству, в эту зону пока входят лишь 5 приморских районов республики – Алайховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Устьянский районы. Программа переселения граждан из аварийного жилья завершается в городе Ленске. В начале сентября планируется ввод нового 37-квартирного жилого дома, куда заселятся переселенцы из аварийного жилфонда. С вводом нового объекта столица Ленского района Якутии завершит реализацию программы переселения из аварийного жилья. А в Нюрбе летний период завершается отличными показателями по разведению и сбыту домашней птицы. Более 12 тысяч кур продали в другие районы, а еще 15 тысяч содержат сами, часть из которых готовят на убой. Таких показателей удалось достичь в том числе и благодаря завершению в середине июля ремонта производственного цеха и заказу нового германского оборудования. Стоимость его 24 миллиона рублей, 20 из которых взято в кредит по программе муниципального гаранта. Суть его в том, что 80% суммы оплатит Минсельхоз республики. Насчет строительства по ремонту цеха подрядчиком вся работа исполнена в 100% объеме. И вот полностью 1100 квадратных метров мы уже отремонтировали. И мы готовы к новому оборудованию уже на ввод в эксплуатацию. А так поставка производится согласно договора 5 сентября должен поставляться в Калуге, а потом с Калуги до Нюрбы. Это автовозка будет произвести с местными якутскими транспортными компаниями. Доллар устремился вниз после резких высказываний президента США. Дональд Трамп раскритиковал действия Федеральной резервной системы. Он сказал, что его не удовлетворяют действия Джерома Пауэлла, возглавляющего ФРС. Он не согласен с решением повысить базовую процентную ставку. Вместо этого, считает президент, Пауэлл должен был выбрать политику дешевых денег. Курс доллара на 22 августа составляет 67 рублей 17 копеек, евро 77 рублей 34 копейки. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.